Principā jāsaka, baigais prieks, kad vispār tāds projekts notika pirmo reizi Latvijā. Ne mēs vienīgie, bet kopumā 5 restorāni. Apmaiņas programma. Kāpēc? Jā, ir labs jautājums, kāpēc? Tāpēc, kad pirmkārt tas ir laba pieredzes apmaiņa. Pavāri redz, kas notiek citos restorānos, kā citos restorānos strādā. Vēl jau vairāk tā ir cita valsts, citas valsts klienti. Un tā ir vienreizēja pieredze. Redzēt, kā notiek varbūt tāda paša līmeņa restorānos tā darbība. Jāsaka, zin, kad pati telpa, tas viņu restorāns, vispār tā virtuve, viņa stipri mazāk kā mūsējā. Pirmais moments bija tā, ka kā te vispār var kaut ko uztaisīt, bet nekāda pieroda pie viss ir kompakti, salikts, nekāda problēma. Pagatavot tos ēdienus, nekāda problēma, jo lielu daļu mēs jau bijām paņēmuši līdzi. Tātad reņģis, protams, ka mums jau bija notīrīts šeit Latvijā un samarnēts. Tur beiga fāzes kaut kādas lietas mēs uztaisījām, tur uzvārījām kaut kādas mērcītas, kartupeļus un tādas lietas, kas ir pārējo, tādas tehniski sarežģītas lietas jau paņēmām līdzi. Un klientiem ļoti patika. Un tie klienti, kas tieši ēd viņa restorānā, kas ir patstāvīgie klienti, tur jau uzreiz jūt, kad ir cits rokraksts un kad ir savādāk. Tieši tas pats arī šeit bija. Šeit restorānā arī, kad wow, kad tie klienti patstāvīgi pieraduši pie tā mana rokraksta, tad tā virtuve, ko viņš gatavo, ir savādāk. Mēs prezentējām no mūsdienu Latvijas virtuves, tad, protams, mūsu kaujas zirgs, tas bija kazasiers ar baziliku sorbērtu vietējo. Tad mēs gatavojam reņģis, mūsu pašu reņģis, tās, kas jau vairākus gadus ir mūsu ēdienkartē. Tad mums bija mūsu paša lielopu filē izturēta ar drupinātiem kartupeļiem. Jā, un desertā mums bija mūsu pašu biespiens, viegli putots, rudzu maize sūcināta ar ogu mērci un ķirbis sorberts. Tad tipiski, par cik tas notiek, tad ziemas vai vēlā pavasarī, tad smagnēja tie ēdieni. Ļoti tipiski un raksturīgi mūsu reģionam un manam ēdienu gatavošanas stilam. Окей, сегодня будет, я меню так назвал, почему-то вспомнил про эти велосипедные соревнования Тур де Франс, написал Тур де Рига, такой тоже какая-то своя такая тема. Сегодня будет амус-буш, это будет селедка, хрен, silver onion, это будет корнет, то есть не надо будет никакой посуды, гости будут просто эти корнеты брать. Потом будет на закуску, на холодную будет мороженое из куриной печенки. Это такое, как бы, мое изобретение на самом деле. Просто я сам люблю очень паштеты, я не знал, что с ним сделать. И когда купил Пако, начал с ним все время что-то придумывать. И получилась офигенная штука, этот мороженое из куриной печенки. И когда я делал его в Питере, оно будет вообще хит. И потом я решил, что, есть хит один, вот пусть он пока по жизни останется. Поэтому будет куриная печенка мороженое, крем из копченого сыра, картофельный порошок вместе с сельдереем и желе из яблочного вина. Вторая закуска будет мусс из палтуса и морского гребешка, цветная капуста пюре с ванилой и романеско капуста такая маленькая, как брокколи. И кирвица велют, это будут официанты подавать его отдельно, как наливать. Потом будет чудо вот это вот название, мы вчера, кстати, с тобой выдумали. Промежуточное явство. Промежуточное явство, это как-то перевели вот этот вот промежуточное явство, очень смешное слово, особенно слово промежуточное. Это будет, в меню написано ананасы сорбе, но это все-таки, наверное, какой-то замороженный мусс ананасовый, тапиока с лаймом и с кокосом и кокосовая спума. На основное блюдо будет то, что все время, уже год пользуется таким каким-то популярностью в Рибе, и я не стал ничего менять. Это утка, утиное филе, мы делаем его в сувид. Единственное, что мы его маринуем сычуань пеппер, и у него такой очень насыщенный вкус получается. Он будет с морковкой, с пакчоем и с карри. Потом будет преддесерт, это эстонский как бы десерт, он называется таллутюдрюк. Таллутюдрюк это как бы хуторская девочка. Такой, да?
ну, не путать с каким-то хастлером или плейбоем. Просто хуторская девочка, это эстонский десерт. Мы его маленько переделали такой на свой момент, потому что обычно она делается с брусники или с клюквы. Мы его сделали с облепиховой ягодой. Она тоже такой творожный десерт с кисловатым таким оттенком. И на десерт будет крем из козьего сыра. Ну, как обычно, надо продвигать своих местных фермеров, да, и этот козий сыр у нас, да, хоть кого-то одного, и этот козий сыр делает, такой козий творог даже, можно сказать, его делает одна ферма, очень хорошая, он имеет такой свой интересный такой привкус, не сильный козий, не как шевр, да, а такой помягче, и вариация такая: козий сыр, грецкий орех и свекла. Ну и всякие текстуры со свеклы и с грецкого ореха. Kui ma 2 aimenu üldse võidu, jäädad estonits. Smieklīgāks moments bija, kad mēs pēc bibliotēkas ar Andreju aizgājām uz kājām. Tas bija viss smieklīgākais. Kaut kā tā.